подписка с вас. Следующий урок с нас. Маршал Бушик, хоми беш дананой ладуархой. Таханвай. Цадол нохчи эль пихляц камел дирду. Сегодня мы поговорим еще раз о некоторых чеченских буквах. Самые тяжело произносимые буквы по многочисленным просьбам я сейчас еще раз произнесу вам, а вы, пожалуйста, слушайте внимательно и повторяйте за мной. Тидамби сунтих ал. Итак, 4 буквы К назвала девушка, моя подписчица. 4 буквы К. Расскажите, пожалуйста, она мне сказала. Мне не совсем ясно. Сейчас я попробую сделать это. Буква К. Буква К. У нас в чеченском алфавите основа графическая русская, поэтому буква К, она такая же, как и в русском языке. И произносится она так же, как она и пишется. Внимание! Кавказху. Ву. Теперь, когда мы уже знаем все 6 грамматических классов, я обязательно имена существительные буду говорить с глаголом связкой. То есть вы тоже, когда будете учить слова имена существительные, обязательно запоминайте, учите глаголы связки. Итак, Кавказху. Кавказху. Ву. Например, это кавказец. Кавказху. Ву. Видите, как я прочитала букву К? Кавказху. Так же, как и по-русски. Кавказху. Ву – это кавказец, а Кавказху Ю, если я скажу Ю, вы меня сейчас поняли, это девушка кавказская. Кюзгду. Кюзгду. К – простая буква К. Кюзгду – зеркало. Кюзгнашду – зеркала. Киехду – бумага, письмо. Киехчду. Киехду. Кочу – кучмашу. Кучмашу. Кузбу – ковер. Кузжду – ковры. Кузбу. Буква К произносится так же, как она пишется. Буква Х. Х. Вот мы, казахстанцы, мы эту букву очень хорошо знаем, потому что наши дети, изучая казахский язык, букву Х изучаем. Она также звучит, как казахская буква Х. Это одна буква Х. К-Х, состоящая из 2 знаков. Хара цаэльпту. Эльп – это по-русски буква. Цаэльпту – одна буква. Х. Сейчас послушайте, как она произносится. Хан. Хан. Как буква Х. Хан. Завтра. Ко. 3. Ко. Кок. Здесь даже 2 буквы в этом слове. Кок. Кокбу. Голубь. Кокиду. Какой это класс? 6. Кокибу. Кокбу, кокиду. Куз. Куз. Сюда. Хайолкус. Хаволкус. Куз. Куз. Сюда. Кы. Фасолина одна. Кы. Кыю. Кыщу 3 класс. Видите? И в единственном числе, и во множественном числе. Буква Ю. То есть классный показатель – это буква Ю, Кыю фасолина, Кыш Ю.
Глагол связка ю. Кузах здесь. Кузах здесь. Кузах дукка адамдар. Дукка адамду. Сейчас я говорю. Кузах дукка адамду. Здесь много людей. Хок кузах. Хок кузах. Это когда в середине слова буква К. Посмотрите, я ее пометила другим цветом. Хок кузах. Именно вот здесь. Хок кузахту. Мы вот здесь. Мы здесь. Хок кузах. Это буква К. Давайте попробуйте. Повторите за мной. Вы эту букву очень хорошо знаете. Мы проходили алфавит чеченский. Сунт яхал. Тидамбе. Внимательно слушаем и за мной говорим. Тидамбе сунт яхал. Хан. Хава ахалал. Малх ахалал. Не истац. Х. Как казахская Х. Хан. Не исту. Ко. Сунт яхал. Масара. Ко. Кок. Кок. Далил ахалал. Кок. Элиз алал. Кок. Кок. Три, смотрите, твердый знак. Мы будем проходить числительные, и потом уже познакомимся мы хорошо с числительными. Кок. И буква Х на экране, я ее пометила зелененьким цветом. Это одна буква из двух знаков. По моему мнению, вот мои детки затрудняются произносить ее, но можно научиться. Сейчас я попробую вас научить. Буква Х, гортанное произношение, глубокое. Глубоко попробуйте. Х. Беш ашалам. Хава ахалам. Малх ахалам. Х. И слова на букву Х. Хаж. Улыбнуться. Хайли. Хайли. Тайна. Айлиншью. Обращайте внимание на глаголы связки, которые стоят рядом с существительными. Они определяют, к какому классу принадлежит то или иное слово. Это мы просто должны запоминать. Камду – народ, нация, народность какая-либо. Камду – что во множественном числе. Нашду. Хамел. Хамелду. Хамел. Хамел, что разговоры. Кылба. Кылба. Кылбию. Это юг. Сторона по направлению к Мекке и к священной Каабе, куда обращаются мусульмане во время совершения намаза. Кылбию. Кылбию. Кылбия дирзиндовой ламас. Кылбия дирзиндовой ламас. Кылб. Это буква Х. Еще дальше продолжим говорить о букве Х. Глубокое гортанное произношение Х. Сунт яхал. Сунт яхалал. Х. Алал аш. Х. Х. Алал. Масара. Вы тоже все, пожалуйста, повторяйте со мной. Масара тидамби сунт яхаолш. Интервал. Интервал. Сун. Например, мы скажем мужчине.
вел. А женщине мы скажем ел. Прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Ел. Ял, видите? Ял – это женщине. Буква И – классный показатель второго класса. Второго класса женского. Ял. А мужчине я скажу вэлсун. Прости меня, пожалуйста. Синкиром. В середине слова буква К. Если вы хорошо потренируетесь, обязательно получится. Мои детки тоже говорили на все 4 буквы К, буква К. А теперь они очень прекрасно произносят. Синкиром, вечеринка. Синкирмш, синкирмшбу, синкирмбу, синкирмшбу. 5 класс. И в единственном числе бу, и во множественном числе. Бу. Одах. Онах. Мужчина, молодец, настоящий мужчина. Онах. Это мужчина, самый честный, самый смелый, самый справедливый, достойный сын своих родителей в чеченском языке. Это очень и очень важное слово. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая из этих 4 букв К вам показалась наиболее сложной. Продолжим. Значит, буква К – это буква, одна буква из 2 знаков. Буква К и палочка рядом. Палочка рядом – это буква А, которые нам делают чеченское произношение из букв. Буква К. Кантву. Послушайте внимательно, правнук. Это только мои предки могут такое придумать. Кантву. Правнук. Кантву. Правнук. Кел. Под чем-то. Под окном кор кел. Стол кел, под столом кел. Корни. Цыпленок. Корни. Цыпленок. Птенец. А корни жду цыплята. Корни ду цыпленок. Корни жду цыплята. Корни ду птичка. Корни ду в чеченских песнях, во многих песнях употребляется это слово. То есть птичка моя, это в песнях называют парня любимого или девушку. Корни ду. Которю – это хутор, поселение. Которшью – хутора. Которшью – корбу уголь. Корбу уголь. Кезк – мало немного. Кезк – мало немного. Сейчас произношение некоторых букв в словах. Буква Е. Внимательно слушаем, как я произношу. Буква Е. В начале слова она произносится так, как и пишется она. Масал, например. Ейсду, сура из Корана. Ейсду. Етбу. Корова. Ехкю, расческа. Ехк. Она произнеслась так же, как мы ее бы читали в русском языке. Ехкю, ейсду, етбу. Значит, буквы ЕИ, как произносятся буквы ЕИ, в середине слова, очень внимательно, это важно, от этого произношения зависит, как звучит слово. Вот посмотрите внимательно на экран. У нас написано ДЕ,
Если по-русски мы читали деду. Нет, это не так. Внимательно слушаем, как произносится буква Е в середине слова. Д. Д. То есть не Е и не Д. Деду день, денушду. Деду день, денушду. Некбу. Смотрите, не читайте, пожалуйста, некбу. Нет, это неправильно. Это не по-чеченски звучит. Некбу – дорога. Некбу. Нинмот. Нинмот. Слышите? Нинмот. Между буквой Е и буквой Не. Дверь. Не. Не аж. Видите? Не аж. Дети у тетя. Золото, смотрите. Дешиду. Деши. Не читайте деши. Деши. А посмотрите, как я произношу. Дешиду. Детиду серебро. Дешиду золото. Дикду. Добро. Дикду. Буква И теперь. Буква И тоже. Вот написано дикаду. Нет, это не так говорите. Говорите, пожалуйста, как я сейчас скажу. Дикду. Ну, как бы не И, а как бы чуть повыше. Дикду. Дикду. И не И, и не И. Дикду. Дикду – это добро. Дикду – это хорошо. Дикду. Дикду. Лайк, подписка с вас. Следующий урок с нас. Буква она произносится в начале слов «эвляк». Вот послушайте, как она произносится. Не «эвляк», как «эвляву», «ю» святой святая, «эвляшбу», «эзер», «эзер». У нас буква стоит, не «эзер», «эзер», «эзер» тысяча. «Эрп» буква, «эрп» буквы. «Эйс» теленок, «эйс», видите, «эйс». «Эскарду» войско, «эска» что? Войска. Значит, сочетание букв и Е, они вообще по-научному дифтонгами называются, но я не буду вам давать эти слова, они нам абсолютно не нужны. Я скажу по-простому, сочетание букв и Е, как читается, как произносится в чеченских словах. Вот посмотрите на экран, у нас написано «везерву», это любимый, «везерву». Не «виезер», не «виезер», «везер». Как бы от «и» начать и «е» закончить. «Везер», «везер», «везер». Это для того, чтобы произнести немножко подлиннее вот этот звук. «Везер», «везер». Диларду, дилар. Видите? Дилар. Не дилар, я сказала, а как буква И произносится в чеченских словах. Диларду улыбка. Дезарду – это желаемое, необходимость, желание. Дезарду, дезарду. Кегу, кегу. Не киего, кегу. Как бы одну букву, только немножко она одна переходит в другую. Кегу. Помешать. Например, айкчайкегу. Айкчайкегу. Сецу. Прервать, остановить, прекращать. Сецу. Сецу. Не сиецу. Сецу. Сецу. Буквы УО, как произносятся в словах чеченского языка. УО. Их не надо, как они вот написаны, произносить УО. Это как бы одна буква, переходящая в другую, и как бы немножко такой продолговатый звук. Куонах, куонах, куонах. Сурху,
суху, болт, болт, болар. Ладу галаш, болар, болар, топ, клятва, топ, подар, пудра, подар, пудра. Буквы и, о, как они в словах произносятся. Есть, есть, букву есть сказать и продолжение есть, есть край, иш, иш, ишью, 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 песня. Итер, как бы и дальше буква И. Итер, и сейчас некогда. Ёс письменность, ё, дочь, девочка. Ёл, 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 сено, ёлк, ёлк. Сунт ихал, повторяйте за мной. Сунт ихал, ёлк, ёлк, ёл. Юху, тепло. Юху, юху. Буква Г. Она также произносится, как и пишется. Газю, гезри, говорю, говорш. Говорю, говорщу. А вот буква Г, вот ниже у меня, который я другим цветом сделала, это буква Г. Это буква Г. Буква Г и второй знак А, который нам сделала чеченскую букву Г. Г. Габли. Я подбирала слова, которые вам знакомы, которые раньше я давала. Габли. Габли. Гиб. Гиб. Гал. Гал. Город. Гамаш. Гамаш. Габк. 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 Как она произносится, как она пишется, то есть, так она и произносится. Габкю тыква, габкшу тыквы. Буква Х. Буква Х, я вот хочу, чтобы вы очень внимательно сейчас меня послушали, и как я ее произнесу. Она как бы простая буква Х. Ну, в русском языке хорошо. Хорошо. А вот в чеченском языке она немножко, ее надо прям по-чеченски произнести. Произносите ее, пожалуйста, по-чеченски. Немножко так, чуть ниже в горле ее взять надо. Хорбас. Видите? Не хорбас, как хорошо мы бы сказали. Хорбас. По-чеченски буква Х, так она звучит. Х она звучит. Простая буква Х. Хиду. 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 Хишту. Теперь буква Х. Х. Х буква. Хаш. Состоящая из двух знаков. Х. Х. Ее тоже немножко гортанно поглубже надо взять. Не как Х. Х как бы повыше мы в горле возьмем ее. Х. Х по-чеченски буква Х. А вот Х. Х прям вот аж в горле ее надо произнести. Хашву. Это одна буква. Х и мягкий знак. Одна буква Х это. Х. Хашву. Гость. Хашу гость. Хэши гость. Хоми. Хоменик. Дорогой, дорогая. Хоменик. Ву. Дорогой. Хоменик. Ю. Дорогая. Буква Х. Она как английская H произносится. Хо. Хо. Яйцо. Хошту. Яйца. Хорт. Знакомые уже слова. Хорт.
Фьорд. Это моря. Буква А. Пелг – палец. Пелгш – пальцы. Пелгбу, пелгшту. 6 класс. Пелг. Буква А. Тунг. Тунг камни, тунгш. Буква С. Буква С. Цею имя. Цею огонь. В чеченском языке встречаются такие слова. Одинаково написано, одинаково произносятся, но значение у них абсолютно разное. Цею имя, цею огонь. Церщу имена, церщу огни. Пишется церащу, церщу огни. Буква Ч. Буква Ч, и с буквой А она делает нам букву чеченскую Ч. Чер. Чер. Чеченская буква. Чер. Рыбы. Чер. Буква Ш. Буква Ш. Внимательно на экран. Как мы ее произносим с буквами, с другими гласными? Значит, АОУ она произносится так же, как и пишется. Шабу. АОУ так и произносятся, как они написаны с буквой Ш. Шабу. Лед. Шалх двойной. Шорт много. Шур молоко. Шум. Это разнос. Шанш. Шанш. Шу. Шур. Шорт. Шалх. Ша. А вот с буквой Е и И ладуалаш. Тидамби ладуахсюк. Очень внимательно слушай меня. Послушайте, как я ее произнесу. Она как буква Щ произнесет. Щекду. Чернила. Щекду. Это просто надо запомнить. Запомнить, если после Щ пишется буква Е, она как Ш произнесет, как Щ. Щекду. Щершник. Скользкая дорога. Щекар. Смотрите. И буква щекар. Щекар. Ш произнесем с буквой И, как Щ. Щекар. Щело. Щил холод. Щипар. 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 Буква Ж. Буква Ж с буквами, значит, АОУ. Буквы АОУ с буквой Ж, они произносят так же, как и пишутся. Но буква Ж в чеченском языке вот немножко не совсем как Ж бы мы сказали, а Дж. Дж. Джейнду. Джейнду. Джопту. Джухаргю. Джухарг. А буквы Е и И с буквой Ж, буква Ж с ними как произносится? Мягко, как бы у буквы Ш буква Щ, а у Ж же нету такой буквы второй. Жи. Жибу. Жимву. Жибу. Жимву. Жимью.
некоторые согласные с буквой «э» произносятся вот так. Сейчас я их произнесу. Буква «э», она сделала нам чеченские буквы, некоторые, которые я ранее вам сейчас сказала, а вот с этими буквами нужно произнести так. Баубу башня, бау. Как бы сказать согласную первую и сразу сказать букву «э». Баубу. Да истереть. Дам, барсук, дам. Видите? Не дам, а дам. Дам. Как бы букву надо сказать. Джала. Зок. Зок. Марбу. Марбу. Это вилка, а марю ноготь. Видите, опять нам встретились абсолютно одинаково написанные буквы, а значение этих слов различное. Мар. Бувилка, марю ноготь. Нан петух. Нан петух. Итак, на этом, наверное, я сегодня закончу наш урок. Адик Йоэльшу. Гурдувай. Лайк, подписка с вас. Следующий урок с нами.